старший государственный налоговый инспектор, коллега тоже инспектор, что должно быть свидетельство о регистрации в налоговом органе в качестве предпринимателя или юридического лица. Должен действовать. Штрафы растут. Очередной магазин в Назрани, который работает без регистрации ИП. Хозяина на месте нет. Рабочая группа фиксирует нарушения и оставляет уведомления для владельца. Оставим уведомление. Завтра пускай придет в налоговую. И там ему разъяснят подробно все права, обязанности. В рабочую группу входят представители налоговой, трудинспекции, администрации Назрани и сотрудники Роспотребнадзора. Каждый дает разъяснение предпринимателям по своей части. Но цель общая – вывести бизнес из тени. Производство товаров, оказание услуг, торговля, любая работа, приносящая доход на регулярной основе, считается предпринимательством и требует официальной регистрации. В большей части предприниматели зарегистрированы и работают без нарушений законодательства. Чревато это чем? В первую очередь идет потеря поступления в бюджет. С другой стороны, взаимодействие контрагентов снижается гораздо. То есть, если лицо зарегистрировано, имеет статус юридического лица, ему, конечно, будет взаимодействовать с другими предпринимателями гораздо легче. После осмотра каждого объекта торговли участники рейда спрашивают, зарегистрировано ли ИП, есть ли патент и кассовый аппарат. Выяснилось, что у многих ИП просрочен платеж по патенту. Также налоговики отметили, по закону большинство предпринимателей обязаны устанавливать кассовые аппараты. На наш взгляд, трудность состоит в том, что, опять же, лица не зарегистрированные, не имеющие трудовые договора, как правило, часто меняются, имеется в виду продавцы. И обучить каждого продавца, который уходит через 2 недели, меняется, это тоже достаточно нелегко. Многие предприниматели отсутствие регистрации бизнеса оправдывают тем, что только начали работать. Доходов еще нет. Но закон в этом вопросе тверд. В ходе проверки объектов неохотно выражают готовность привести бумаги в соответствие с законодательством. Но представители налоговой проявляют терпимость и стараются правильно донести необходимость зарегистрировать ИП, оформить патент и поставить кассовый аппарат. Да, то есть 50% быстро. Ты взял патент, установил кассовый аппарат. До 60 миллионов, то, что ты пропустил, у тебя не облагается налогом. А чек нужен потребителям. Допустим, он взял у тебя, он бракован, чтобы обратно принес, чек предъявил, и чтобы ты... Это да, но халдиш двейс. Они вообще звятся же, да вот да. Процедура регистрации ИП занимает всего несколько шагов. Выбрать систему налогообложения, собрать документы, копия паспорта, ИНН, квитанция об оплате госпошлины и подать заявление с документами в отделение ФНС по месту регистрации. Ведение неофициальной коммерческой деятельности может повлечь за собой ряд негативных последствий. Это могут быть штрафы, их сумма будет зависеть от размера скрытых от государства доходов, а также административная, налоговая и даже уголовная ответственность. Законодатель предусмотрел не столь болезненную норму наказания, да, там от 500 до 2000 рублей за отсутствие регистрации. Последующее выявление того же нарушения будет караться более болезненно, так скажем. В следующем магазине ситуация получше, хотя нет уголка потребителя. Деятельность предпринимателя официально зарегистрирована. Налоги платят вовремя. Правда, выяснилось, что продавец работает без официального оформления. Представители трудинспекции и мэрии города разъяснили права работников и обязанности работодателя. Зарплата на руки телевизор, на карту адреса. Официально трудоустроить. Официально трудоустроить ЕСА. Договор заключить здесь. Также в ходе выезда проверили и нарушение прав потребителей. Сотрудники Роспотребнадзора указали на необходимость маркировки каждого товара и наличие ценников. Одежда, обувь, обязательно маркировка халижи. Без этой маркировки ёгки уже считается. QR-код лахтижда хар изделие, любой чудо, смартфон хамдати ажда. Вся информация о товаре худ. Ажваться ёгки уже. С маркировкой товар считается контрафактным. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе, выявление теневой занятости, закрепление прилегающих территорий по санитарной очистке. По итогам проверки выданы предписания, составлены материалы для передачи в участковые службы и административного воздействия. Такие рейды администрация города Назрани проводит еженедельно. В результате работы, проведенной за 3 месяца, выявлено 250
физлиц, которые не оформлены трудовые договора. Из них в ходе работы комиссии легализовано 180 человек. Еще в стадии работы еще 90 человек. Многие предприниматели считают, что регистрация ИП выгодна только государству из-за пополнения бюджета налогами. Но проверяющие объясняют, почему это нужно и самим бизнесменам. Предприниматели платят пенсионные отчисления, от которых зависит итоговый размер выплат в будущем. Официально оформленный бизнес вызывает и меньше подозрений у поставщиков и контрагентов. Также могут расплачиваться с компаниями безналично и не бояться претензий налоговой службы. Диана Дударова, Сулейман Кастуев, Магаз 24.